У него практически такая же, как у Мигеля Котта. Соблюдаем правила. По затылку не бьем, ниже пояса не бьем. Пожали руки. Удачи. И сбоку у него еще Леонардо да Винчи. То есть для боксера вообще необычная татуировка. Потому что Леонардо да Винчи, конечно, был очень талантливым человеком во многих областях, но бокса тогда еще не существовало. Первый раунд. Во всяком случае, в современном виде, понимании, да. Ну что ж, в стойке левши боксирует Шавкат Рахимов. Надо отметить, что он спарринговался, кстати, с, скажем так, главным боксерским событием сегодняшнего вечера, с представителем, как раз с Евгением Градовичем. Помогал ему, в том числе в спаррингах, готовиться к своему бою. Рахимов выступает на категорию выше той, где Градович был чемпионом мира. И даже этот поединок, он на самом деле буквально на килограмм выше этой весовой категории. То есть формально этот бой попадает в диапазон легкого веса. Хотя на взвешивании боксеры на самом деле не добрали до верхнего лимита этой весовой категории. Но на самом деле это не так важно. Бой, по сути, как бы рейтинговый, да, то есть титулов никаких на кону не стоит. Поэтому такие допуски, они вообще возможны. Ну и кроме того, еще немаловажный факт является тот, что Рахимов, он отбирался в том числе и на Олимпиаду в Рио по любительскому боксу, но дошел до четвертьфинала в Баку, там был остановлен и в сборную не попал. Так что парень очень разносторонний и опытный в том числе. Но так же, как его соперник, у которого за плечами большое количество боев. Пускай не все из них были выиграны. Арипов старается действовать из контратаки. Неплохо в каких-то моментах встречал он Шавката, но здесь в концовке уже чуть-чуть начинает теряться. Да, и прибегает к клинчу, чтобы подавить атаки своего соперника. Бой запланирован на 6 раундов. Ну и, кстати говоря, вот что касается Шавката Рахимова, хотелось бы увидеть чуть больше активности. Я думаю, чуть позже увидим, потому что это тот спортсмен, который идет вперед, и стоит ему только зацепиться, как сейчас. Хорошая серия, он уже не отпустит. В разрез сейчас сильной левой руки попадает. Пытался апперкотом Рахимов поймать, но не получилось. Я думаю, с течением боя от раунда к раунду будет Рахимов ускоряться. Потому что по его предыдущим боям не тот этот человек, который будет тянуть и как-то уходить от боя, если почувствует возможность, что можно ударить, и тем более, если зацепится. Ну и вот тренер советует как раз снизу ударами поднимать соперника. Апперкоты, кстати, у Рахимова довольно-таки неплохие. Второй раунд поединка. Фархот Арипов против Шавката Рахимова. Арипов с флагами Узбекистана на своих шортах. Фамилия у него спереди на поясе написана.
Ну, у него, так, чтобы проще, да, у него полностью черные шорты, а у Рахимова с белым поясом. Потому что и перчатки, и все остальное похоже. Даже боксерки. И вот как раз Рахимов сейчас использует совет тренера. Два очень хороших удара снизу, слева. Будет приучать, да, и здесь уже пробил даже. Можно было и не приучать. 4 удара сквозь блок. И Арипов на коленях. Рефери открыл счет. Но мне показалось, что последний удар был вот уже точно в туловище. Аут. И все. Отказался. Рефери останавливает бой. Не знаю, сказал ли ему Арипов что-то, либо что, чтобы продолжать бой. И во втором раунде наш поединок остановлен. И это означает техническим нокаутом победу одерживает Шавкис. Опять будет 2 решения. В этом поединке победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Шавкат Котторахимов. Последние слова победителя. Добрый вечер, Челябинск. Всем болельщикам огромное спасибо. Так как у вас скоро праздник, хочу вас поздравить с городом, здесь, сказать, с Днем города, да. И у нас тоже, кстати, в нашей республике сегодня День независимости. Но для меня это был подарок своей стране. Всем спасибо, кто за меня болел. Тренеру большое спасибо. Николай Юрьевич, спасибо, что вы есть. Аплодисменты победителю!